Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, который отсутствует. И узнаем, вернется ли он и когда он вернется. Если высшие силы позволят, возможно, нам покажут день, время, дату покажут. Вот все, что покажет, я вам расскажу. Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте такой вопрос. Когда ты вернешься? В какое время? В какой день? Когда тебя ждать? Вот все, что интересно, все спросите. Настраивайтесь пока на отсыпку, я все подготовлю. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вернется ли мужчина? Вернется, девочки, вернется. Он так хочет вернуться. Вы даже себе не представляете. Его бедненького аж трусит, когда он об этом думает. Если бы у него сейчас была возможность, поверьте, он бы плыл, скакал, бежал, полз бы, понимаете, червячком бы полз, лишь бы до вас поскорее добраться. Очень скучает, просто невероятно скучает, до слез. И я даже вам такую вещь скажу, девочки, он вами живет. Вот не подумайте, что он шизик, но вот он как будто бы с вами всегда разговаривает, вот всегда на коннекте находится. Ну, как образ ваш видит, либо фотография ваша есть. Вот он у вас что-то спрашивает, он с вами советуется. Ну, представляете, да, такую картину. Это нормально, это визуализация, это ему помогает, он так успокаивается, так ему легче переносить разлуку с вами. Мои хорошие, вы мне загадали мужчину, который совершил какой-то, ну, действительно глупый поступок. Но это его мысль, понимаете? Вот он думает, вот это была самая идиотская глупость, которую я совершил. Вот зачем я поехал, зачем я уехал. Я здесь вот сижу без нее и как загнанный в клетку зверь, да, как волк, вот одиночка на луну вою, от того, что тоска, от того, что вот прям невмоготу, настолько сильно соскучился, настолько сильно тревога, понимаете, тревога, вот эта пустота в душе, она разъедает. Вот. И место, где он находится, какое-то прям суровое и жуткое, очень недружелюбное, а у кого-то даже может отыграться, что опасное место. И вот говорит, я сам дурак, но не надо было мне ехать, не надо было мне сюда ехать, не надо было с ней расставаться. Вот зачем? Ну, какое дурачина. Вот зачем-то он погнался, может, за деньгами погнался, может быть, за какими-то перспективами, может, обманули его, понимаете? Вот сейчас он все понимает, что не надо было это делать, не надо было соглашаться. Вот так он себе думает. Тоскует безумно, любит, да, представляет, да, мечтает, девочки, да, мечтает. И знаете, я вам даже больше скажу, вот он как засыпает вот с мыслями о вас и всегда вот прям просит, чтобы вы ему приснились, чтобы сон был именно про вас, чтобы вы хотя бы во сне вот вместе были, если нет возможности быть наяву. Он обязательно к вам вернется. Смотрите, чего бы не стоило ему. Он вернется. Может быть, вы уже с ним говорили, и он вам называл какие-то даты. Я хочу сразу вас предупредить. Вот эти даты, они нестабильны, они могут переноситься. То есть будет несколько дат вам названо, когда этот человек должен вернуться. Вот один раз скажет, не сможет, а вот второй раз скажет, сможет, но опять же там тоже какая-то задержка будет. Может быть там сутки, может быть 2 суток. Ну там уже незначительно. Ему очень сложно выбраться из того места, где он находится. Он там чем-то
ну как, знаете, у одних отыграется как связан, да, может быть контракт, договор, может быть вообще какое-то дикое место, где ну, там транспорт очень сложно найти. А у других может отыграться, что человека просто, ну как, не отпускают, да, не отпускают и все. Почему нет? Ну вот как будто бы где-то, может быть, вы загадали человека, который находится на каком-то лечении, либо в местах заключения, может быть, даже. Вот как будто его оттуда не выпускают. Все. То есть как бы тупик, сиди. Приехал, теперь сиди. Теперь мы тебя не пустим. Так, у вас по датам, смотрите. День это 6-й. Шестерка выходит. Число, смотрите, 6, 16, либо 26 может быть. Вот в эти дни придет. Ну, как бы это общая цифра, вы все разные, но вот то, что с шестеркой будет связано, это точно. Время идет позднее, время идет вот как 22, либо 20. То есть это 10 вечера, 8 вечера. В это время он приедет. Вот. А по поводу месяца, здесь мне четко не показали, но показали, что именно в этот день будет какой-то, ну, может, дождь сильный, да, вот прям дождь будет идти, какие-то осадки очень сильные идут. Прям как небо как бы оно вот открылось. И вот осадки, они прям летят с бешеной скоростью, вот прям все будет как залито водой, может быть, много воды будет. По воде он будет идти к вам. Так что, девчонки, ждите 6, 16, 26, а в 20 либо в 22 в день, когда будет очень много дождей. Да, дождь будет идти прям не переставая. Вот прям осадки такие прям идут очень сильные. По поводу месяца мне не показано, но показано состояние Луны. Это будет полнолуние, девочки. Вот в момент полнолуния, когда Луна становится круглой, мужчина приходит. Так, еще важный момент хочу отметить. Мужчина придет с каким-то подарком для вас. Он что-то для вас, вот, пусть даже мелочь, пусть даже несерьезная. Хотя я вижу, что мужчина будет готовиться, но все равно он вам привезет. Вот он об этом думает. Вот, несмотря на то, что путь очень сложный, для него важно вас еще и порадовать. И этот день, он будет таким прекрасным. В этот день, когда он вернется, вы, ну сказать, что вы будете оба счастливы, это ничего не сказать. Я вижу, что вы здесь о чем-то договоритесь, либо друг другу в чем-то поклянетесь. Да? Вот у вас как договор состоится с этим человеком. Договор о вашем совместном будущем. То есть, если вы не в браке, то 100% он вам сделает предложение. И возьмет с вас клятву, что именно за него вы замуж пойдете. Родите ему детей, и все у вас будет классно. Если вы уже в браке, то здесь, скорее всего, будет договор по поводу вашей какой-то новой жизни. Может быть, знаете, как скажут: слушай, ну я вот хочу, чтобы мы с тобой уехали. Вот прям вообще взяли и уехали, все поменяли, чтобы никто нас там не видел, не знал, с чистого листа начнем. Вот такой разговор будет. И вы, конечно же, согласитесь. И у вас, кстати, вот с момента именно этого договора, не встреча, а именно как вы договоритесь, вот между вами что-то поменяется в лучшую сторону. То есть вы и так друг друга чувствуете, очень сильная у вас эмпатия, а тут вы как будто бы на одном дыхании начнете жить. То есть и доверять друг другу начнете прям, ну без всякой там тени сомнения. И верить в друг друга начнете. И прям, знаете, вот как такая идиллия идет, когда, ну, действительно на одном дыхании, одной головой люди живут. Вот такое у вас начнется, пойдет. Очень, кстати, классное состояние. Девочки, ждите, он обязательно приедет, вернется. С первого раза, я уже сказала, да, отменится, а вот вторым разом, когда будет второй раз, он доедет, обязательно доедет. И опять же таки, вот какими бы хорошими ваши отношения не были, они станут во много раз лучше. Во много.
Не сомневайтесь в этом мужчине, у него никого там нету, какой там нет, он даже и думать об этом не может, какое-то кощунство думать ему о каких-то других женщинах. Он живет с вами живет, да, и с вами он живет. Там, если кто-то рядом с ним находится, но они его, правда, за дурачка принимают, когда он сам с собой разговаривает. Они не понимают, что он разговаривает с вами. Они не понимают, что можно настолько любить человека, что с образом человека прям жить. Вот такая даже ситуация. Знаете, аж прям жаль. И вас, конечно, жаль, потому что вы очень переживаете, вы вот как в себе не уверены, да, почему-то вам кажется, что он там не любит, не приедет, там, не нужна я ему. А его мне жаль больше, потому что там, где он находится, ну там просто ужасное что-то, вот место ужасное, ситуация какая-то ужасная, плюс вот он бедненький еще по вам страдает, любит. Ему в 100 раз хуже, чем вам, девочки. Лучше пожалейте его. И вот эти ваши переживания, ну бросьте вы их. Ну хотите, вот, чтобы мужчинке все хорошо было, пойдите в храм, поставьте ему за здравие свечечку, да, вот прям, чтобы у него здоровье хорошее было, чтобы Боженька дал ему силы, энергии, чтобы поскорее бы он к вам приехал, порешал там все свои проблемы, задачи, выбрался, да, чтобы он выбрался с того места, где он находится. Лучше так поступайте. Зачем же вы себя накручиваете? Девочки, не надо так. Все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.